Таджикистан этой весной присоединится к единой энергосистеме Центральной Азии. Жители Кулаба собрались у здания мэрии города. США отправили в Украину первую партию БМП «Брэдли». Белый дом прокомментировал слова Байдена о поставках Украине истребителей F-16. Процесс присоединения электросетей центральной части Таджикистана к Центральноазиатской энергетической системе посредством линии электропередачи Узбекистану завершится не позднее апреля этого года. Об этом сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума 30 января на пресс-конференции. Он отметил, что до настоящего времени данный проект реализован примерно на 85%. При этом министр подчеркнул, что для присоединения электросети к региональной системе на севере республики потребуется больше времени. Ранее сообщалось, что Таджикистан завершит процесс присоединения электросети республики к региональной системе в течение 2022 года. На сегодня, по словам главы Минэнерго Таджикистана, почти полностью построен таджикский участок ЛЭП-газа, посредством которой планируется поставлять электроэнергию из Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и Пакистан. Остались незначительные работы, которые будут завершены в ближайшее время, отметил министр на пресс-конференции. Он подчеркнул, что до 2024 года ожидается завершение строительства подстанции в пакистанском Пешаваре. Нужно будет договориться и восстановить прокладку ЛЭП через территорию Афганистана. По данным Минэнерго Республики Таджикистан, общий бюджет проекта составляет 1,86 миллиардов долларов, из которых 314 миллионов долларов направляется на строительство таджикской части. Необходимые средства выделены со стороны Всемирного банка, Исламского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Жители Кулаба накануне собрались у здания мэрии города и снова требовали справедливого расследования гибели местного жителя Абдукахура Розыкова. Всего 30 января у городской администрации собралось около 100 человек, об этом сообщает радио ЗОДИ. 37-летний Абдукахур Розыков, задержанный сотрудниками местного ОМВД, в ночь на 3 января скончался при невыясненных обстоятельствах. На следующий день десятки жителей Кулаба собрались у местного морга с требованием найти и наказать виновных в смерти Розыкова. Они утверждали, что он скончался в результате пыток в местной милиции. МВД Таджикистана же заявила, что Розыков умер от передозировки амфетамина. По подозрению в причастности к гибели Розыкова были задержаны 3 сотрудников милиции, 2 из них позже были освобождены под подписку о невыезде. Собравшиеся 30 января у здания хукумата города Кулаб настаивали на аресте освобожденных ранее милиционеров. Как сообщила радио ЗОДИ, Давлат Розыков, брат Абдукахура Розыкова, к митингующим вышел председатель города Бахтиер Назар Зода. В хукумате Кулаба подтвердили информацию о митинге местных жителей, но подробности не сообщили. Попытки поговорить с мэром города тоже не увенчались успехом. Один из близких родственников Абдукахура Розыкова сообщил, что с митингующими побеседовали также чиновники из местного ОМВД и Кулябского зонального управления ГКНБ Таджикистана. Чиновники запретили фото- и видеосъемку. США отправили в Украину первую партию боевых машин «Брэдли» в рамках соглашения о военной помощи на сумму 2,85 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба транспортного командования ВС США. Груз, состоящий из более чем 60 БМП «Брэдли», на прошлой неделе покинул берега Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, чтобы предоставить украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности, говорится в сообщении. 4 января президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину боевых машин пехоты «Брэдли». Позднее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву объемом 2,5 миллиарда долларов войдут 59 БМП «Брэдли». В Белом доме отметили, что поставки «Брэдли» потребуют времени, но Вашингтон постарается реализовать это как можно быстрее. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление президента США Джо Байдена по поводу возможности отправки Украине истребителей F-16. Ранее, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он идею дать Украине самолеты, Байден ответил «нет». Кирби сказал, что Вашингтон поставляет Киеву достаточно вооружений.
Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы, сказал Кирби в интервью телекомпании CNN. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение для оказания помощи украинцам в боевых действиях сейчас, в зимнее время, а также весной. Кирби также сказал, что, по его мнению, решение об отправке танков «Абрамс» в Украину, о котором было объявлено на прошлой неделе, не было запоздалым. Решение о танках, и это было принято не только США, но и немцами, а до этого британцами, было действительно призвано помочь Украине взять инициативу в боевых действиях, которые, как мы ожидаем, будут происходить весной, сказал он.